Унчукатль – старинное село в Лакском районе, расположенное в 6 километрах к северо-востоку от районного центра Гази-Кумуха. Село образовано у подножья горы Сунналбаку в период распространения исламской религии в Дагестане, примерно в XII-XIII веках из переселенцев Кулуша, Хакияллу, Куцраллу, Бюхтул, Шар и других хуторов. В те далекие годы наши предки вели религиозные войны, газаваты в разных местах Северного Кавказа, призывая местное население к исламу. В начале 1600-х годов это газаватское движение возглавил индиреевский правитель Султан Махмуд. У правителя Индирея Султана Махмуда резиденция была Унчукатли, селение Унчукатли. Его сын Айдамир долгое время жил у нас. Был провозглашен в Кумухе в 1635 году Шамхалом Дагестана. Резиденция, тем не менее, находилась в нашем селении. Его все семейство, родственники жили тогда в нашем селении. Равнинная ставка у Султана Махмуда была в Индирее, а горную ставку он решил сделать в Унчукатле. Село находилось в непосредственной близости от Гази-Кумуха и считалось одним из авторитетных лакских джаматов. В самом Гази-Кумухе Султан Махмуду оставаться было проблемно из-за того, что большинство джамата было на стороне его сводных братьев, которые тоже претендовали на ханский титул. В 1635 году умирает Шамхал Ильдар. Из-за своего преклонного возраста Султан Махмуд не может претендовать на титул. И он, пользуясь званием Крым-Шамхала, ставит на это место своего сына Айдемира. Вот здесь у нас на этом старом кладбище похоронен Айдамир Шамхал, сын Султана Махмуда, правитель Дагестана в свое время. Айдамир Шамхал, рахимуллах, пришел, говорит, Унчукатли. Тогда только вот Унчукатли это потихоньку собирались с разных мест. Вот такое большого селения здесь не было еще, но уже начало складываться. Начало уже здесь складываться селение. И из одного похода с Кабарды он дошел до селения, но селение не зашел, и по дороге был, говорят, обезглавлен. Утром наши сельчане проснулись, увидели на коне нашего правителя, без головы, правда. И наши сельчане здесь его похоронили. На следующий день по хабарам, по рассказам, которые остались в селении, нашли, говорят, голову, которая была поставлена на могилу. Ее тоже рядом с хозяином похоронили. Со вступлением на должность в 1635 году Шамхал Айдемир переносит свою резиденцию из Гази-Кумуха в селение Унчукатль. Дело в том, что избрание Айдемира разделило общество на два противоположных лагеря – сторонников Айдемира и наследников Ильдара. В силу сложившихся обстоятельств Султан Махмуд решает усилить авторитет унчукатлинцев, построив там большую джума-мечеть, сделать его духовным, экономическим и торговым центром в противовес Гази-Кумуху. В 1632-33 годах сам Султан Махмуд совершает хадж и по возвращении приступает к постройке джума-мечети. Мечеть сама имеет размеры Каабы. На раз-два раза увеличили мечеть, она имеет чуть больше размеров, чем сама Кааба. На старом месте, стены на месте оставляли и чуть увеличивали на полметра. Мечеть функционировала до 1928 года. Кадием был у нас это Муса из селения Сумбат, а Сулейман из селения Кани был, последний имам здесь у нас селение. После постройки мечеть была обновлена после Надыршаховского нашествия в 1740-х годах. После этого, когда Лаки правил Мухаммад хан, сын Сурха хана I, при нем тоже была стабилизация и была перестроена, обновлена. После всех этих событий, после восстания 1877 года, мечеть была по-настоящему увеличена, обновлена и приведена в современный вид. Была организована мадраса тоже, и Унчукатль стал одним из центров религиозным, политическим и торговым во всех планах. Дом, в котором было медресе, сохранился и до наших дней. Сельчане помнят и имя его основателя – Мудунов Али, или, как называли его в селе, Аттал Али. По воспоминаниям его сына Абакара, обстановка в учебном заведении была довольно аскетичная. Партами служили тюки сена, выложенные в ряд, на которых располагались ученики.
В руках у них были деревянные дощечки, на которых можно было что-то записывать или стирать по необходимости. Плата за обучение не взималась. Надо отметить, что религиозные традиции в селе не прекращались даже в советские годы. В 1928 году мечеть, в силу политики тогдашнего государства, атеистического, скажем, мечеть была закрыта. И через несколько лет 2/3 крыши убрали мечети, 1/3 сохранили, алхамдулиллах. Наши сельчане добились, чтобы это не было разрушено. Но после этого еще богослужение не закончилось в селении. Сначала у нашего тогдашнего лидера религиозного селения Цахая, у него собирались на жума намаз, на ид намазы. После этого собирались у Шихабуддина Гаджимирзаева дома. После смерти Шихабуддина Гаджимирзаева лидером был у нас Умахаджи Магаджиев. У него до 1974 года собирались дома на пятничную молитву и на праздничные намазы. Все селение знало про это и ждали, пока закончится праздничная молитва, чтобы ходить, поздравлять друг друга и с Курбан байрамом, и с Ураза байрамом. По свидетельству наших сельчан и именно Мудунова Вакара Алиевича, сюда собирались на хадж даргинских, саварских, кумыкских мест. И в назначенный день приходили, говорят, нагайцы с верблюдами. Там наверху было им специально выделено там 2-3 участка, которые унчукатлинцы так и называли. Вараны Уттубишибби Куру. Здесь собирались, назначали караванбаши и в сторону Кумуха двигались, и оттуда присоединялись к этому каравану кумухские. И дальше из каждого селения, кто собирался хадж, к ним присоединялись, и через Хосрех, через Кокмадаг, через Ахты, и дальше до Дербента, до Баку, и двигались, уходили в хадж. Авторитет джамаата Унчукатля, заложенный еще Султан Махмудом, растянулся на долгие годы. Сельчане помнят, как со всех близлежащих сел приходили верующие в дни религиозных праздников и пятничных намазов, дабы послушать наставления ученых-богословов села. Видимо, благодаря этим людям здесь сохранилась и мечеть, и дом, в котором находилась медресе, и книги, многие из которых удалось сохранить благодаря сельчанам. На одном таком случае нам бы хотелось остановиться поподробнее. Рядом со мной вы можете видеть дом Юнуса, известного лакса, который в свое время в Средней Азии детям под видом иностранного языка преподавал лакский язык. Это комичная история, известна многим. Но немногим известна история его отца. В годы воинствующих атеистов все книги из мечети были вынесены прямо вот здесь во дворе, перед мечетью, перед минаретом. Собрался джамаат, и когда отец Юнуса, Цахай, увидел лежащую в этой горе книг Коран, заказанный по просьбе джамаата села, известному в то время ученому Салиху из Кума, он схватил ее и унес домой. Последовав его примеру, весь джамаат разобрал все эти книги, благодаря чему все эти книги сохранились для нас, для потомков. Немало еще алимов вышло из этого благодатного села, имена которых помнят не только здесь. Это могила Моллы Али, чьи сыновья распространяли ислам в Чечне и Кабарде. Это Мирза Хаджи, неоднократно бывавший в хаджи. Это Шахабуддина Гаджимирзоева, чтение зикра которого заставляло трепетать сердце. А это Захиди, лекаря, известного далеко за пределами родного села. На особенно древних могильных плитах написано и родословное рода. Таким образом, можно определить первого, кто переселился в Унчукатль, и от кого берет начало определенный тухум. Мухаммад Хаджи, это мой прадед, Шихабуддин, Мухаммад Мирза, отец Мирзы. Мухаммад Хаджи имя, сын Курбан Мухаммада, сын Мухаммада, сын Мирзы, сын Куши, а тот сын Молла Али. Вот 6 имен здесь написаны наших предков из рода Кушиевых. Мы с вами, уважаемые друзья, находимся на кладбище Унчукатля и можем видеть вот такую вот галерею. Галерея это посвящена тем людям, которые ушли и не вернулись в село. То есть есть камни, но захоронений здесь нету.
Это захоронение Мухаммаду Хаджи, сыну Абдуллаха, времен Сорхая хана. Эти уже более ранние захоронения. Второе назначение этой галереи, она как бы была укреплением старого кладбища, то, чтобы она не обваливалась, такая как бы подпорная стена. На юге села, в 3 километрах, в местности Нукрабаку, есть неисследованные могильники. Также, по преданиям, в этой местности было древнее городище. Известны случаи, когда сельчане, обрабатывая свои пахотные участки, обнаруживали археологические находки до исламского периода. Некоторые из них были переданы в Дагестанский музей. Современное же кладбище разделяет дорога на верхнюю и нижнюю части. Ведет она к селу через мост, построенный старыми мастерами. Но, несмотря на годы, он находится в отличном состоянии и хоть сейчас готов к перевозке по нему грузов и людей. Вот за моей спиной вы можете видеть известный Унчукатлинский мост, который сделал мастер из Мегеба по имени Булач. Дорога в то время была с той стороны и очень тяжелая дорога. Сейчас тоже можно видеть, какой там обрыв. Поэтому для удобства было решено сделать заезд в село отсюда. Ну, к сожалению, этот мост, как говорится, сейчас не используется, поскольку сделали совершенно другую дорогу, стали появляться автомобили, машины и фаэтоны, и все это уходило в прошлое. Поэтому этот мост остался как вот исторический памятник для сельчан, по которому вы можете видеть, вон там вдалеке уже пришли туристы, смотрели. И вот так каждый приходит, смотрит, и можно увидеть, какие были мастера, строили такие мосты, которые до сих пор простояли, хоть по нему и не ездят, но все-таки мост сохранился в очень хорошем состоянии. Надо отметить, что здесь не так много развалившихся домов. Сельчане поддерживают старые дома. Много новостроек, построенных на современный лад с городскими условиями. И если раньше в селе было всего 3 магала, Верхний Канарский, Средний Айдамировский по имени жившего там Айдамира, сына Султан Махмуда и его родни, и Нижний Кузакал, то сегодня село разрослось до неузнаваемости. Строят в основном на ровных участках, так удобнее и меньше затрат. Но нам, конечно, интересно все, что пропитано историей старого Унчукатля и людей, живших здесь когда-то. Вашара вакантун ушеке дака курча укуна. Ва курча ботун бигесиятар нутуннач висабура мучума бухунсара шардул усахак бикамбу муктахато шахазаси вадикун до шарабугачума хак хардаса чумара кун ве курча дек ваканте шикубу чун укун шичати вумбелагма ва курча бигесията тигу шабикун шиегу кун курча шабикун бартукурухун куни кужри. خبردم بکن یاد شید که باقصه هجاقا خوری که او بیکسه بیکمو شید جدی کن خورد بیدم میترنو منزلانی که چون کورجارد بیکمو پیچ ببرن. Предки унчукатлинцев занимались полеводством, применяли трехпольный севооборот. До нашего времени сохранились террасные поля. Видимо, недаром эту местность в старину называли «маленькой Кюрой», так как тут, как и в Кюре, раньше, чем в других районах, созревал урожай. По данным из Тарих Дагестана и других изданий Услара, Шахсаидова и Гаджиева, на унчукатлинцев еще в середине XIII века был наложен ежегодный налог выплачивать по 6 ослов, навьюченных маслом. Это свидетельствует, что Унчукатль был крупным поселением, занимавшийся, помимо всего, еще и скотоводством. Привезли и заложили здесь первые культурные сады. Вот семья Багаутдина, семья Гургалялика. И эта традиция была продолжена уже в советское время. Хинчалон Гази, который стал впоследствии героем социалистического труда, создал в селении роскошные такие сады. Несколько десятков гектаров всевозможных сортов фруктовых деревьев было посажено при нем. На Кутане выращивался виноград, и почти 40 тонн винограда ежегодно получали на кутанских землях. Местные жители, нагайцы, об этой культуре даже понятия не имели до унчукатлинцев. Унчукатлинцы всегда отличались трудолюбием и стремлением к учебе, религиозностью и мужеством. В большом почете бывали мастеровые люди. В особенности уважали кузнечных дел мастеров. К концу XVIII века в селе насчитывалось около 100 хозяйств. Из них 30 хозяйств чанков.
Чанка – это дети, рожденные от брака бека и женщины простого происхождения. Но после одного неприглядного случая, описанного в книге Мухаммад Загида Феодаева «История села Унчукатль», они были изгнаны из села. Желающие ознакомиться с этим случаем могут это сделать. Мы же продолжим наш рассказ. Здесь, дорогие друзья, мы можем видеть вот такую вот мощеную улочку, то есть своеобразная плитка того времени. А такие мощеные улочки можно встретить во всем селе Унчукатль. Но особенность именно этой улочки в том, что, посмотрите, она довольно широкая, это раз. И потом нету верхних перекрытий, как это часто бывает в селах. Это сделано специально для того, чтобы по этой улице мог проехать вверх фаэтон. Улица, она длится вот такая вдоль до того дома, где располагались наибы. Здесь держал квартировался наиб Вицкинского Михайла при царе. Последнего наиба, который здесь был, это звали Мирза Мухта из селения Шахува. Имам Шамиль, рахималлах, занял в 1848 году, в феврале месяце, наше селение. На подходе к нашему селению была маленькая стычка между Хаджимурадом Хунзакским и двоюродным братом Аллархана, где Хаджимурад выиграл, и они селение заняли. Здесь несколько дней побыли, и намазские войска, муриды, сюда подтянули, царские войска сюда подтянули к Унчукатле, очень много войск, было штурм селения. Вот после того, как имам ушел отсюда, селение было разрушено. И был Уран большой, который был написан Куминским салихом и ведущим алимом своего времени. Один из царских солдат забрал из мечети, и через несколько лет его нашли на азербайджанском базаре. Увидев на рынке христианина, продающего священный Коран, на титульной странице которого было написано о принадлежности его джамаату Унчукатля, торговцы пожаловались кадию, который, в свою очередь, распорядился выкупить книгу у солдата и отправить ее обратно. Вот таким удивительным образом реликвия вернулась в родное село, где и по сей день находится. Но 1848 год ознаменовался еще и печальным событием для унчукатлинцев. Была разрушена квартальная мечеть. Хронология событий отражена на камне, установленном над входом уже после ремонта и небольшой реконструкции. Надписи здесь, то, что написано «Кадбунья Масджид аль-Шарифа», была построена мечеть благородная, и здесь внизу дата 1225 год. Это получается 1804 год. Посередине приведен хадис нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям: «Аль-джаннату дарул асхияи». Джаннат, рай, место пребывания щедрых. Ваннару дарул бухалаи. Огонь, место пребывания скупых. Следующая надпись: «Вакад хараба масджид аль-Кария». Была разрушена мечеть бедствием. Об этом бедствии повествует история Абшеронского полка, переиздание 1993 года, том 2, страница 203. Горцы численностью до 4000 человек под командованием Амар-Дибира Салтинского, наиба Шамиля, заняли Унчукатль. Аргутинский в срочном порядке направил туда 2 батальона и 8 горных орудий. Плюс Агаларбек распределил на окрестных высотах 3 роты милиции. Сам же генерал-адъютант с 3 батальонами выдвигается из Шуры в Унчукатль. Но по дороге князь получает донесение, что после небольшого сражения горцы отступили, и что это был тактический ход имама. Это 1848 год. В 1851 году правителем лакским ханом Агларом он созвал со всех лакских селений Рамазан месяц мастеров. Вот это один из элементов, который сохранился, ров, или это каймак, которая была с наружной стороны стена была, а с внутренней стороны была вырыта и стенка, земляная стенка сделана вокруг селения. Там высота получается почти 4 метра, 3,5-4 метра вокруг всего, вокруг всей этой горки. Наверху поселения, сколько домов здесь было, и кто из сельчан здесь оставался
Во время, когда разрушение села было, неизвестно, но где-то, по моим расчетам, домов 50 здесь могли поместиться. В 3 местах было сделано ворота. Одни ворота находились вот здесь. Вот в этом месте были 2 ворота. Вот здесь сейчас колючка видна, и где труба установлена. Был 2-метровой глубины ров, чтобы доходить до родника. Вот фрагмент стены, это фундамент, который остался с тех времен, когда здесь наверху было селение. Видно, какой широкая она была. Выход из селения был, вот 3-й выход был вот здесь. Фрагменты поселения неплохо сохранились на горе, несмотря на то, что когда было принято решение о возврате на прежнее место, стены, дома и все остальное разобрали на стройматериалы для реставрации прежнего села. Также была реставрирована и мечеть, о которой мы уже упоминали. Надпись с каменной плиты, установленной над главными воротами крепости, сделанной писарем Агалархана Мирзой Мухаммадом из Чоха, перенесли на камень над входом в мечеть. И что примечательно, перенес ее писарь имама Шамиля Абдул-Халик Хаджи из Унчукатля. Абдул-Халик Хаджи – это нашего дедушки старший брат. Моей маме отца старший брат. Был женат на Кабире, имел 2 дочки. Имел большую библиотеку, уникальную. Но по рассказам моей матери, тети, он много языков знал. К нему приходили за советом, расспрашивали по разных вещах. Из Азербайджана, Турции, и притом он знал турецкий, арабский, русский и языки всех дагестанских народностей. 2 раза ездил он в хадж. Во время шамильевского времени он работал переводчиком у Шамиля. В 1877 году, когда было восстание в Дагестане, его арестовали со всеми другими алимами и отправили в Опошко. За участие в бунте из села были высланы в Сибирь 67 человек, среди них и Абдул-Халик Хаджи. В ссылке ученый такого уровня не мог оставаться в стороне от нужд соплеменников. Он берет на себя заботу о слабых, особенно опекает детей, высланных с родителями. Являясь хафизом, то есть знающим Коран наизусть, он собственноручно пишет книгу и по ней обучает ребятишек, дабы они на чужбине не отошли от веры и обычаев отцов. По окончании срока он возвращается в родное село к мирной жизни. Но мирная жизнь длится недолго. В 1918 году Нажмудин Гацинский, провозглашенный имамом, занимает столицу Дагестана Тимирхан-Шуру. Когда революционные события начались, самое активное участие Унчукатле принимал в революционных событиях. Общеизвестные наши революционеры, как Ибрагим Халил Курбаналиев, Юсуп Ажиш Танчаев, Абдул-Кадир Дандамаев, Абид Джанаев. 1920 на 21 год наши сельчане держали оборону против войск имама, как говорят сейчас, это Гацинского. Некоторые хотели пройти через Унчукатли до Кума, до Бахикла, вот так хотели пройти. Но наши заподозрили подвох и не пустили. И 3 дня наши сельчане, мужчины вот здесь на этой горе находясь, оборонялись, женщины, дети по домам сидели. Унчукатлинцы, проявляя чудеса храбрости и отваги, отстояли село, и напавшие контрреволюционеры вынуждены были спасаться бегством. За это Центральный исполнительный комитет России
наградил Унчукателя специальной грамотой ЦК, Центрального исполнительного комитета России. То есть село стало аул Герой гражданской войны. Всего 110 унчукатлинцев из красных партизан противостояли 1700 контрреволюционерам. Всем известно, что тогдашнее духовенство Дагестана не разделяло взглядов новоизбранного имама и открыто выступало против кровопролитной борьбы с большевиками. Поэтому неудивительна позиция унчукатлинцев, среди которых было немало ученых-богословов. Еще одним ученым, о котором мы хотим рассказать, является Курбан Али, автор книги «Насихатуль Авам» или «Унчукатан». Такое название она получила в народе. Само название книги «Насихатуль Авам» — это наставление простым людям. Уже говорит, что эта книга написана для простых людей. Она написана на доступном языке для того времени. Она написана на аджаме, то есть арабской кириллицей, арабскими буквами. Но для простых людей того времени, которые пользовались не как мы кириллицей современно, наш родной язык, языки Дагестана и вообще российское наше государство. А тогда народы Дагестана пользовались арабской грамматикой. Но арабская грамматика была приспособлена для нашего языка. И, соответственно, чтобы простые люди понимали. Об авторе известно немного, лишь то, что он получил исламское образование в родном селе, учился в Гази-Кумухе и других селах Дагестана, названия которых, к сожалению, нам не удалось выяснить. Продолжил учебу в Казани, Самарканде и Бухаре. Вернувшись домой, а это, надо сказать, были дореволюционные годы, когда на родине оставалось очень мало алимов, Курбан Али решает написать книгу, которая могла бы заменить учителя и дать наставления в повседневных делах горцам. Так и вышло. Вобрав в себя все самое ценное из трудов ученых всего исламского мира, она стала настольной книгой для лакцев на долгие годы. Он умирает в 1906 году, он ее дописывает в черноморском варианте, дописывает основную часть. Эта книга состоит из двух частей. Первая – это юриспруденция, вторая книга адаб, этики. Вторую часть он не успевает дописать, заканчивает его старший сын Нур-Ислам, который тоже был ученым-богословом. Он ее заканчивает, и в 1910 году Мавраевская типография, которая находилась в столице тогдашнего Дагестана, Тимирхан-Шуре, он ее печатал. О сыне Курбан Али Нуруль-Исламе известно еще меньше, чем об отце. Он был известным ученым своего времени, знал аджам не только на родном, но и многих других языках Дагестана. Не раз переводил и готовил к печати духовную литературу. Является автором книги «Шифауд-Дин». В 1942 году, заболев малярией, Нуруль-Ислам покидает этот мир. Как и его отец, он похоронен на кладбище родного села. Еще об одном тексте, написанном на лакском аджаме, сделанном на могильной плите Джабраила сына Куши, следует упомянуть в нашем рассказе. Первым этот камень нашел, увидел и придал этому значение Ибрахим Халил Курбан Алиев. Снял копии и одну из копий передал Абачара Гусейнаеву, доктору наук. По мнению Абачара Гусейнаева, это одна из первых надписей, сделанных на лакском языке арабскими буквами. Перед этим он обнаружил только две надписи. Это практически получается по хронологии третья надпись на лакском языке. Камень датируется 1663 годом или по хиджре 1074 годом. Изготовленный собственноручно Джабраилом, сыном Куши, и по сути своей являющийся завещанием потомкам. Оно переведено и напечатано в книге Абачара Гусейнаева «Лики времени». Надо отметить, что в тяжелые годы коллективизации в селе не было раскулачено ни одного хозяйства. Этот процесс прошел безболезненно для джамата, а возникновению колхоза предшествовало создание товариществ по совместной обработке земли. Одним из первых Унчукатли создал сельскохозяйственное товарищество, колхоз. Колхоз уже в 30-х годах своими силами построил электростанцию, электромельницу, пекарню, электрифицировал село, радиофицировал село. В 1938 году
колхоз построил на 400 мест клуб с избочитальной, то есть библиотекой. Первым в Лакском районе председатель колхоза Абдуллаев Курбанмагомед был награжден орденом трудовой красных знамени, а знатный садовод, мичуринец Хинчалов Гази был удостоен звания Героя социалистического труда с вручением ордена Ленина. Хотел бы отметить большой труд в сохранении поголовья скота, таких наших ветеринарных врачей, как Кушиев Амин, Каргишиев Гази Мехмед, Гасангаджиев Гасангаджи, Гусейнов Хусейна, которые не только в Унчукатлях работали и руководителями районных ветеринарных служб. Аксакалы села помнят, как коммунисты, бывшие красные партизаны, по призыву партии взялись за подъем общественного животноводства, как были заложены первые гектары садов привезенными саженцами, начато освоение прикутанных земель. Благодаря энтузиазму и упорному труду жизнь людей стала более зажиточной. А первым председателем колхоза «Красное знамя» был Абдуллаев Курбанмагомед, избранный сельчанами в 1935 году. Человек большого энтузиазма и организаторских способностей. Это при нем колхоз вышел в передовые и был отмечен государственными наградами. Хотел бы особо отметить большую роль в экономическом развитии нашего селения председателя колхоза Гаджиева Камиля, который в молодые годы, 25 лет, стал председателем колхоза и руководил хозяйством почти 15 лет. При нем колхоз стал образцово-показательным хозяйством в масштабах Дагестана, и успехи селения были отмечены в двухтомнике истории Дагестана. Другие председатели колхоза, Даудов Хажи, Абдуллаев Амин, многие другие, мы до сих пор помним большую помощь, которую оказывали всем сельчанам в развитии своего подсобного хозяйства. Такие от Бога крестьяне: Курбанов Идрис, Ибрагимов Жамалуттин, Кушиев Ибрагим, Хинчалов Вахид, Даудов Малла, да и другие бригадиры, звеньевые, просто рядовые колхозники, которые своим трудом, своим умом, всеми своими способностями работали и возрождали и поднимали наше хозяйство. К сожалению, пахотных земель во всем Лакском районе было не так много, а лучшие отошли к колхозам. Горцы, не имевшие возможность работать на земле, обучались ремеслам и выезжали за пределы родного края. Иногда пешком добирались до Кизляра и Дербента, отправлялись в поисках заработков в глубинные районы Российской империи и за ее пределы. Но где бы ни были, унчукатлинцы всегда бережно относятся к своей истории. Примером этому служит мемориал на одном из гадыканов села, где на камне высечены имена тех, кто внес вклад в становление села на всех этапах его развития в разные годы. شربت بکسر چوسا عالم چوتال عالم تال بکسر خویسه قلقیته سه انسان تال بکسر شیلچو جول شربالیت زیاد قدر سر umud burtiniyeti megu va şaravalil sayelunne go bixtur khun sartisse jul şaravalil tarix khin khunu chichunu sarta qoqalo gurchnil tikku dursa mimarialdani tikku chale busar siksa insan tal da veli loksari siksa qami khunu zibiksari her zat tarix tikku kakkamun busar jul şaravat turşli الترشليق هسه إنسان تها على اللوجن ترشليق ونيارخا زنقة إكسار مي زنقة بيكسار أرجو بيكسار جاهل سأرجو أتني ميرشين دخره هسه أتني أرجشين هسه مو تلوكسه تنال أبانو بسار أكون سمقرو
هونجوقت راشان الكيش سواق روك على شري الهيكل دت أندور ندور شرفون ننين السلام قمول بي شرفون ننين خلقينو شيء دور شليق قرات أدور سرفون خارسه دور شليق قرات أدور صورتاج الليخسه دور شليق قرات أدور آباد بختوسه دوس فيل واتول سني جان دولسه تيجون تجو خمق بتيسار تيجون خناق السار مدانغو تكنيسه عرمل الجول بوچنتي منيل خليخ سلجانو خاردوسه вертали жунте. С этого угла на фронт ушло 267 человек. Это практически все взрослое население призывного возраста. Притом ушли в 3 призыва. 41 год. Это примерно 60% взрослого населения, мужского. Призыв 42 года, уже весь призывный возраст ушел. В 43 году уходили добровольцы. Среди этих 267 мужчин призывного возраста, значит, около 70 молодым ребятам было чуть старше, были чуть старше 18 лет, не были женатыми. Из этого количества призванных 68 человек были офицерами в войне. Из тех 70 ребят, которые были призваны на войну, 50 погибли. Из этих добровольцев, которым мне было, по сути, и 18 лет, половина не вернулись. То есть общие потери унчукатлинцев в этой войне – это примерно 120 человек. А оставшиеся женщины, дети, старики заменили мужчин и в тяжелейших условиях, лишениями напряженно работали под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Они выступили инициаторами, эту инициативу поддержал весь Дагестан, собрать деньги на танковый эшелон. За это унчугатлинцы получили личную телеграмму от Верховного Главнокомандующего Сталина. 267 унчукатлинцев. Судьба каждого заслуживает отдельного рассказа, но мы, отдавая должное памяти фронтовиков, хотим остановиться на судьбе одного из них. Амаев Амир Джабраилович. В 20 лет после окончания пехотного училища попадает на фронт. Будучи командиром взвода автоматчиков, получает приказ провести разведку боем огневых точек противника. Сидя на броне танка, защищенный только касками, 20-летние юноши, проявляя чудеса героизма, совершают 7 успешных атак на противника. Выполнив поставленную задачу и потеряв более половины личного состава, Амир Амаев оказывается на грани пленения. Танки были подбиты, и когда они зарылись в землю, танки-бронетранспортеры, зная, где проходит вот эта полоса окопов, начали вспахивать ее. В один момент бронетранспортер остановился. Оттуда вылез офицер немецкий. И заметил полушинели. Его шинели. За эту шинель он ее вытащил оттуда. Может, по говору он был словаком. Этот словак, может, его пожалел, сразу не расстрелял, отвел в конюшню. Напротив конюшни были деревянные какое-то помещение, куда всех завели пленных, в том числе его. Я, говорит, понял, что это конец. Немцы были очень ожесточены из-за сопротивления русских. И решил ночью перебраться в конюшню. Мне это удалось. Конюх посмотрел, махнул головой. Я под сено спрятался, там, где кормят лошадей. Потеряв одного пленного, немцы зашли в конюшню.
обшарили. Но мое счастье, что они не подошли ко мне. Это было до обеда. И ушли. Вскоре этот отряд пленных поднялся и ушел. Я дождался ночи, говорит, ушел. Это было селение Рог Ставропольского края. События происходили. Приютила и спасла Амира Амаева русская женщина Ярошенко Мария Александровна, жена советского офицера, воевавшего на фронте с фашистами. Несмотря на то, что дома были дети, и по одному только подозрению их всех могли расстрелять, она укрыла его. Всю свою последующую жизнь Амир Амаев с благодарностью вспоминал Марию Александровну и помнил ее доброту. Вернувшись на фронт где-то под Новороссийском, командуя ротой, получает очередной приказ – переправиться через реку и занять плацдарм, выбив оттуда противника. И он переправлялся, пока разрывная пуля не попала в бок. Но пока добрался до госпиталя, уже началась гангрена, газовая. Газовая гангрена – это омертвление ткани, это смерть. А ему 21 год. В Махачкале размещались и в госпитале. Кукольный театр – это бывший театр Комсомолец. Я туда кино смотреть ходил сюда. И не знал, что это госпиталь. Да. И когда с Москвы приехал туда ученик Бурденко, главного хирурга Красной Армии, профессор Цанов, ему сказали, там в углу, говорит, умирает лейтенант. Можете ему помочь? Покажите, говорит, мне этого лейтенанта. Профессор Цанов спас молодому лейтенанту ногу. Уже после войны, когда Амаеву предложили оформить инвалидность по ранению, он отказался, сказав: «У меня и руки, и ноги целы. Лучше отдайте тем, у кого нет конечностей, а я сам заработаю себе на пропитание». В 1950 году он с отличием заканчивает Московский механический институт и по направлению устраивается в лабораторию к Игорю Курчатову. Это и определило его дальнейшую судьбу, связанную с атомной энергетикой. Его основная тема это была физика твердого тела, реакторное материаловедение. Он вообще является основоположником нового направления в науке. Это изучение радиационного охрупчивания корпусов ядерных реакторов. Вот эта тема всю жизнь, можно сказать, занимался. И до конца своих дней он был одним из ведущих специалистов в мире в этой области. Он вообще является, имеет отношение к созданию ядерных энергетических установок, там, атомных подводных лодок, атомных электростанций и так далее. Там есть разговоры, что он первый лауреат Ленинской премии из Дагестана. На самом деле, я проверял эту информацию, в 1957 году Генрих Гасанов получил лезгин по национальности, а потом уже был Амир Амаев. После Амира Амаева получил уже Расул Гамзатов. И кроме этого у него были еще очень много премий. ВДНХ СССР, Курчатовского института дважды премии были у него, Минатома премия была СССР и России, 2 премии были Минатома. У него были ордена Отечественной войны, за трудовое красное знамение, знак почета, очень много медалей. В общем, в принципе, государство тоже, я скажу, что по достоинству оценило его заслуги. И вообще, когда создали Московский центр Дагестан культурный, он был постоянным участником всех этих мероприятий в Москве, был там председателем Совета старейшин, организовывал эти все мероприятия в Москве. Ну и так тоже хочу сказать, что была у него очень хорошая связь с республикой, очень часто сюда приезжал. Даже вот, уже будучи в преклонном возрасте, 90 лет, я помню, он приезжал сюда, последние несколько лет уже он по состоянию здоровья не мог приезжать, а так, считая его примером для подрастающего поколения, это пример настоящего профессионализма, отношения к своей работе и так далее. В общем, ученые такие с мировым именем, которым не только мы, лакцы, не только дагестанцы, это весь Советский Союз гордился. На этой старой записи 2 лауреата Ленинской премии – Амир Амаев и Расул Гамзатов, вместе на «Песне года». Рассказывают, что, празднуя свой юбилей в 1973 году, Расул, узнав, что Амаев в Дагестане, выслал за ним свою машину. И как только он вошел в зал, представил его гостям и усадил рядом с собой. Надо отметить, что Амир Джабраилович был очень скромным человеком. Зная это, Гамзатов поступил именно так. Иначе Амаев мог посчитать это неудобным и не прийти, сославшись на здоровье, занятость или что-то еще.
В Унчукатле есть еще один ученый с мировым именем, о котором следует рассказать. Так же, как Амай Эмир Джабрилович, это есть еще один ученый у нас, который мы очень гордимся, это Дандамай Мухаммед Абдулкадирович, тоже, можно сказать, ученый с мировым именем, которого очень хорошо знали не только в Советском Союзе, но и за пределами Советского Союза его очень хорошо знали. Он является историком. С 1959 года он работал в Институте востоковедения. И до конца дней он там работал, и последние лет 20 он был там главным научным сотрудником этого института. У него очень много премий, которые ему дали за рубежом. Вот, он является, например, я даже посмотрю, государственная премия СССР, это здесь в 1987 году ему дали, а так в 1976 году получил международную премию Французской академии надписей изящной словесности. Это известного ученого Гиршмана, французского ученого. Избран был почетным членом Американского востоковедного общества, член-корреспондент Итальянского института по востоковедению, Венгерского востоковедного общества, Центр документации по древнему праву в Париже. То есть он являлся почетным членом очень многих вот этих востоковедческих центров в Европе и Америке. В 1997 году он стал член-корреспондентом Российской академии наук. У него очень много книг опубликовано и у нас в стране, и за рубежом. 12 книг и около нескольких сот это научных статей, работ. И вот это его известные книги «Иран при первых Ахменидах», «Раз в Вавилоне», «Вавилонские писцы», это все, которые книги он издал, они все переведены на многие языки и очень пользовались в свое время очень большой популярностью. За моей спиной вы можете видеть Унчукатлинскую школу, выходцами которой гордится не только Унчукатль, но и весь Дагестан, поскольку дела их говорят за них самих. И слава о них распространилась далеко за пределы родного Унчукатля. Первоначально школа располагалась в частном доме напротив мечети. В 1954 году построили двухэтажное здание. Позже его несколько раз перестраивали в 1969, 1989 и 2000 годах. За все время здесь проработало 229 учителей, из них 131 педагог из родного села, 98 уроженцев других сел и городов республики, а также 8 из городов Советского Союза. Заслуженными учителями стали 7 человек, почетными работниками образования Российской Федерации – 4. 53 педагога участвовали в Великой Отечественной войне. По указу царя к 300-летию рода Романовых, одним из первых в Унчукатлях была построена светская школа. Подряд на эту школу доверили зажиточному, влиятельному унчукатлинцу Гаджибуте Штанчаеву. В селении жили и творили, работали учителями и творили такие наши писатели, как Мудунов, Абакар. Хочется отметить особо заслуги Абдуллаева Амина перед нашим селом. Он сохранил очень много историй о селении и издал книги. Это книга «История селения Унчукатля», книга памяти, книга «Тухумы Унчукатля», сборники стихов. Эту любовь к истории родного края он, наверное, взял от своего дяди Феодаева Захеди, который начал собирать историю села и оставил рукописи, которые Абдуллаев Амин использовал впоследствии в своих трудах. Действительно, о селе написано и издано немало литературы как на родном, так и на русском языке. Снято на различные исторические и публицистические темы немало сюжетов и фильмов. Видные деятели Унчукатля – частые гости на всевозможных праздниках и маджлисах. Оно и неудивительно, ведь из этого небольшого горного аула вышло очень много людей, принесших пользу для своего села, республики и страны в целом. 10 докторов наук, более 100 кандидатов, руководители, хозяйственники, врачи и преподаватели, чиновники и спортсмены, депутаты, поэты, художники. Всех и не перечислить, но сказать о некоторых отдельно очень хочется. Гасан Гаджиев Гасан, бывший начальник жилищного коммунального хозяйства Москвы, ныне начальник Мосгаза,
Гусейнов Гаджимагомед, первый заместитель председателя правительства Дагестана, ныне первый заместитель министра Российской Федерации. Мамаев Захди Мамаевич, он действительно член Российской инженерной академии наук, доктор наук. Чаутр Ахмед Ибрагимович тоже, между прочим, воевал, был командиром батальона, доктор наук, технических наук. Умер рано очень, 58 лет умер. Еще Дандаман Шансулбара Гаджиевич, тоже доктор наук, был ректором сельскохозяйственного института в Дагестане. Это все, можно сказать так, более старое поколение. Кроме этого, у нас еще есть 3 доктора наук, вот, которые нынешнее поколение. Это 2 брата Алиеви, Амиль и Мурад Резвановичи, 2 родных брата, один доктор технических наук, другой доктор физико-математических наук. Есть еще Гасан Гаджиева, Азиза Гусейновна, тоже доктор биологических наук. Это уже молодые наши сотрудники. Перечислять можно еще долго. К примеру, Абдуллаев Анас, врач легкой руки, который помогал многим сельчанам в лечении различных болезней. Заслуженные художники России Альберт Хаджаев и Арсен Кардашев. Нажиб Штанчаев, работавший с конструктором Алексеевым над созданием экранопланов в советские годы. Ильясова Марьям, крупный меценат. Штанчаев Закир Шапиевич, заслуженный строитель ДАССР, лауреат премии Совета министров СССР. Имеет множество наград и грамот, в том числе Президиума Верховного Совета РСФСР. Кавалер высшей награды Монгольской Народной Республики, ордена «Полярная звезда». Абдуллаев Амин, журналист, патриот и летописец села, который для объединения всех унчугатлинцев предложил организовать фонд, задача которого заниматься проблемами села и нуждами его уроженцев, где бы они ни проживали. Но мы начали работать, сформировали правление общества, назначили казначея, позже в установленном порядке зарегистрировались в Минюсте как Дагестанская региональная общественная организация «Община Унчукатль». В целях поддержки села, объединения разбросанных по всей стране унчукатлинцев, молодые патриоты села Ибрагимов Курбаняли, наш Малик Кушиев, Марис Дандамаев, Тагиров Юсуп, Алиев Али, Гасанов Марсель в 1991 году организовали, провели грандиозный праздник День села с участием более 500 унчукатлинцев со всех концов страны и даже из-за рубежа. Активные унчукатлинцы, такие как Гаджимирзаев Давуд, Керимов Жаруллах, Дандамаев Ширвани, Абдуллаев Амин провели ряд мероприятий в поддержку села, на благо села, такие как, начиная с ремонта моста, кончая ремонтом мечети. Отремонтированный, реконструированный центр культуры и досуга, то есть клуб с библиотекой и так далее, а также отремонтированная, реконструированная школа, заложенная аллея славы в честь память участников войны и ряд других мероприятий. Это наша работа. На благо села, интересах унчукатлинцев. Мне хочется отметить некоторых из этих спонсоров. Ну, наверное, нужно начать с нашей незабвенной Марьям Ильясовой Чибиевны, которая очень много сделала
интересах села. Добрые ее традиции продолжают ее дети. Наш депутат Народного собрания Дагестана Марат Сиражутдинович является нашим бескорыстным, щедрым спонсором. Хочу также отметить Штанчаева Шамиля, сына Закира Шапиевича, бывшего министра строительства Дагестана. Нужно отметить также нашего прославленного альпиниста Зиябуддина Гаджимирзаева. Также хотел бы отметить Кардашова Сиражутдина, хотя он не в Дагестане живет, постоянно во всех наших мероприятиях принимает активное участие. Абдуллаева Магомеда, основоположника производства шампанских вин в Дагестане, который продолжает и делает очень многое. Хочу вот здесь же отметить Ибрагимова Курбаняли с братьями. Они сыновья нашего последнего воина Великой Отечественной войны Жамалутдина. Работа наша продолжается. Мы хотим и должны широко привлечь молодежь. Я призываю нашу молодежь более активно заниматься поддержкой, вопросами села. У нас очень много унчукотлинцев разбросано. Если каждый что-то сделает, наше село может стать одним из лучших сел в горном Дагестане. Но мы вообще-то такую задачу и ставим.